Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Новый клип Назира Хабибова «Укрепление отношений между Туркменистаном и Японией в сфере образования», программа культурных мероприятий на май 2023 года и другие новости. Насыщенными на культурные мероприятия обещает стать май 2023 года в Туркменистане. В следующем месяце в стране предусматривается проведение международных конференций, творческих встреч, медиафорумов и других различных мероприятий по случаю Дня Победы, Дня Конституции и Государственного флага, Дня города Ашхабад, праздника последнего звонка туркменского ковра, а также 300-летия Махтумкули Фраги. Популярный туркменский певец Назир Хабибов опубликовал на YouTube клип на песню «Туркменистан», который он записал вместе с заслуженным артистом страны Куватом Чаракулиевым. Слова и музыка из новой песни, воспевающей достижения Туркменистана, принадлежат поэту Арслану Кертыкову, а аранжировка – Аташу Джумаеву. В рамках визита в Японию ректор Института международных отношений МИД Туркменистана Джумамурат Гурбангельдыев и посол Туркменистана в Японии Атадурды Байрамов провели встречу с представителями Токийского муниципалитета и ознакомились с деятельностью японской столицы в области науки и образования. В посольстве Киргизстана в Ашхабаде была организована встреча с представителями туристического сектора Туркменистана. Она состоялась в рамках работы по продвижению и популяризации туристического потенциала Киргизской республики. Участников ознакомились с презентацией о культурных и исторических достопримечательностях Киргизстана, туристических маршрутах и потенциале регионов. В Ашхабаде подвели итоги третьей открытой математической олимпиады с участием студентов из туркменских и зарубежных вузов. Математический смотр провели в стенах Международного университета гуманитарных наук и развития. В интеллектуальных баталиях приняли участие более 280 конкурсантов из 9 стран. Первое место завоевали туркменские студенты. В их копилке в общей сложности 138 медалей. На втором месте оказались представители Российской Федерации, тройку лидеров замкнули студенты из Венгрии. Национальную программу по обеспечению здорового благополучия населения в Туркменистане на 2023-2028 годы и план мероприятий по ее реализации утвердил президент Сердар Бердымухамедов, подписав на заседании Кабинета министров соответствующее постановление. Профильным министерствам, ведомствам, хакимликам, вилаятов и города Ашхабад предписано обеспечить реализацию национальной программы. Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего в поисках способа борьбы с естественным старением человека нашли способ, как перестроить биологические часы. В ходе экспериментов с дрожжевыми клетками им удалось увеличить срок их жизни на 82%. По мнению генетиков, такой эксперимент можно будет провести в отношении человеческих клеток, стволовых и нейронов. Бессмертие это не гарантирует, но может значительно продлить срок человеческой жизни. В торжественной церемонии завершился 45-й Московский международный кинофестиваль. В масштабном культурном мероприятии приняли участие представители 64 стран. За неделю, что длился фестиваль, было показано 202 фильма. В рамках церемонии закрытия были объявлены имена победителей. Главный приз и статуэтка «Золотой святой Георгий» были отданы ленте «Три брата» чилийского режиссера Франсиско Папарелья. Алтынасыр на домашнем поле одержал уверенную победу над Мервом в рамках 4-го тура чемпионата Туркменистана. В составе команды из Ашхабада дублями отметились Вахид Рассахадов и Мурат Аннаев. Единственный мяч Мерв забил в начале матча, его автором стал Муса Нурназаров. Ахал на своем поле проиграл Капетдагу в матче 4-го тура чемпионата Туркменистана. Ашхабадцы одолели действующего чемпиона страны со счетом 2-0. Для Ахала этот проигрыш стал третьим в турнире. Капетдаг с 9 очками вышел на первое место турнирной таблицы. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.